Судьи поединка. Judges of the bout from Belarus, Korea, Japan. Друзья, мы продолжаем трансляцию с чемпионата мира по боксу среди женщин. На очереди поединок российской спортсменки Людмилы Воронцовой против голландки Джемимы Бетриан. Это весовая категория до 57 килограммов. И стоит сказать, что это самый конкурентный вес на этом чемпионате мира. 36 спортсменок из разных стран борются за золото. Еще в весовой категории до 60 килограммов тоже конкуренция очень большая. По-моему, там 35. Ну, не суть. Просто представительница России Наталья Шадрина, получается, проводит больше всех боев на этом турнире. Потому что она начинала с 1.32, единственная из наших россиянок, которая начинала свое выступление с такой далекой стадии. А сейчас мы, наверное, смотрим бой кумира местной публики Людмилы Воронцовой. Действительно, она здесь звезда, ее любят, ее узнают. Если хотите познакомиться поближе, советую зайти на ее страничку в Инстаграм. Там тоже интересные вещи есть. Можно посмотреть. Так что смотрим ее бой. Пока Людмила присматривается. Сейчас хорошее попадание справа. Неплохая серия от голландки. Очень интересно было послушать интервью Людмилы после своих предыдущих боев успешных. То есть действительно такие политические классные речи. Я боксирую на родной земле. Кто меня здесь может сломать? Я чувствую поддержку зрителей. Мне это все придает энергии. Как я могу неудачно выступить на своей родной бурятской земле? Вот эта фраза «родная», «родная», это прям из ее уст, прям, не знаю, как так патриотично звучало, мотивирующе, прям уверенно. Мне прям нравились все такие выражения. Типа, что нас никто не сломает, там, четко, так, по делу, лаконично. Ну, вот, очень радовал мне. Будущий политик, наверное, как минимум местного. Да, нужно сказать, что при этом Людмиле Воронцовой всего 20 лет. На этом чемпионате мира она провела 2 поединка. В 1/8 встречалась с ирландкой Микаэлой Уолш, достаточно титулованной спортсменкой. Та на Европейских играх в Минске брала серебро, а на чемпионате Европы прошлого года бронзу. Но Воронцова оказалась сильнее и победила со счетом 4-1. Ну и сейчас противостоит соперница довольно-таки именита. Бетриан является бронзовым призером прошлого чемпионата мира в Нью-Дели 2018 года. Является бронзовым призером чемпионата европейских. Прошу прощения, в Минске. И сейчас Воронцова... По сути, бронзовая спортсменка. Да. Такой спортсменка бронзовая была, вот в прошлом репортаже говорил, один апец, оппонент Саадат Далгатова в прошлом бою. У него, по-моему, 5 медалей в ее послужном списке, все бронзовые, все абсолютно. То есть человек полуфинал был. «15 секунд до конца первого раунда». Неплохая серия от Людмилы. Сейчас хорошо слева попадает Воронцова. И завершился первый раунд. Очень любопытно, какие рекомендации сейчас дадут в углу. Все отлично получается. Ближе к центру держись, пространство оставляй себе. Все отлично. Чуть-чуть обороты прибавь. Чуть-чуть обороты прибавь. Сейчас все было отлично. Хорошо? Чуть-чуть обороты. И когда начинаешь и заканчиваешь атаку, левый постоянно выше правый стоит. Пойми правильно. Через правую справа от нее не надо, чтобы ты пропускал удар. Отвлекается. Это не надо, ты тогда на ногах в челноке или сейстеп проводишь. Seconds out. Итак, друзья, второй раунд. Напоминаю, что это поединок
Людмилы Воронцовой против голландки Джемимы Петрян. Весовая категория до 57 килограммов. Да, и уже известна соперница победителя этого поединка по полуфиналу. Ей станет представительница китайского Тайбэя Ю Тин Лин. Причем заметьте, что эта спортсменка первая сеяна на этом турнире. И предыдущую свою оппонентку из Таиланда она дважды отправила в нокдаун. А в женском боксе это крайне редко бывает. Вообще, да, даже сделал небольшую ремарку. Всего один нокаут я видел на этом чемпионате мира. Представительница Польши, если не ошибаюсь, такой брутальный, действительно мужской нокаут отправила, что девушку там поднимали. Второй нокаут был из-за травмы соперницы, если его не причисляют. Досрочно завершившийся. Люда сейчас скандирует трибуны. Это слово о том, что она является любительницей местной публики. Тут действительно очень много баннеров, что Люда, мы тебя любим. Людмила, дай нам золото. Всего этого очень-очень много. Да и на местном телевидении она появляется очень часто в качестве рекламы текущего чемпионата мира. Опять же вернусь к своей мысли, что Улан-Удэ живет этим турниром. Мне это очень впечатляет, что ты идешь все о боксе, женский бокс. И не зря глава Республики Бурятия еще на церемонии открытия сказал, что для нас это получается национальным спортом. Вот сейчас хорошо справа попадает Воронцова. Минута до конца второго раунда. Отличная двойка от Людмилы Воронцовой. Пытается Людмила держать на дистанции голландку. Сейчас неплохая серия от голландской спортсменки. Да, и возвращаясь к прошлому бою, российская сторона подала протест на результат поединка Лилии Акбаевой. Наверное, в перерыве расскажу подробнее об этом. Сейчас досмотрим 10 секунд. Так, клинч. И завершился второй раунд. Ну что, Вась, расскажи, что там с Аедбаевой. Судейский счет, напомню, был 3-2. 3-2, да. Начнем с того, что показательно было, что Лилия согласилась общаться, потому что крайне редко спортсмены говорят после неудачи. Она вышла спокойно, с улыбкой даже говорила, что, ну, я не знаю, соперница ломала бой, лезла в клинч, действовала грязно, было тяжело боксировать. Даже она говорит, что вот разбирая даже банально первый раунд, мне казалось, что я выиграл. Смотрю на судейские записки, бах, и я проиграл. Странно было. В общем, повторю, что да, подали протест приняли, и рассмотрение этого будет проходить немножко позднее. То есть, соответственно, после первой сессии дневной. Поэтому так вот ждем, может быть, еще справедливость восторжествует, потому что, честно, я был немножко удивлен этим решением в этом бою. И последнее, что скажу, она засмеялась, когда я задал ей вопрос про то, что вьетнамка действовала, наверное, не по правилам бокса, а немножко в другом виде спорта. Она прям засмеялась на этот вопрос. Итак, друзья, третий раунд. Напоминаю, что это весовая категория до 57 килограммов. Людмила Воронцова против голландки Джемимы Петрян. Пытается голландка поджать нашу спортсменку, но та сейчас просто великолепно уходит после атаки голландской спортсменки. Сейчас неплохо голландка попадает справа. Воронцова отвечает левым прямым. Да, такой близкий бой, упорный, я бы сказал. Снова клинч.
Постоянно в движении находится наша спортсменка. Вот сейчас хороший был удар справа от Воронцовой. Да, нужно отметить, что Людмила практически не стоит на месте, все время смещается и тем самым сбивает голландку, не дает ей подготовить атаку. Сейчас было опасное столкновение, и судья делает замечание обоим спортсменам. Сейчас неплохая серия и от голландки, и в ответ на эту атаку Людмила отвечает двойкой. Просто прекрасно. Весь зал сейчас стоит на ногах, скандирует «Россия, Россия». Давай, Людмила, осталось чуть-чуть совсем, и как минимум бронзовая медаль у тебя будет. С каждым днем чемпионата на трибунах становится все громче. 30 секунд до конца этого поединка. Голландка старается идти вперед. Людмила по-прежнему находится в движении. Сейчас клинч. Сейчас неплохо попадает голландская спортсменка справа. Итак, друзья, завершился этот поединок. Напоминаю, что это весовая категория до 57 килограммов, четвертьфинал. И на кону путевка в полуфинал, а значит минимум бронза. Именно так. Итак, и под скандирование трибун сейчас объявят судейское решение. Итак, друзья, победу одержала Людмила Воронцова. Поздравляем нашу спортсменку с выходом в полуфинал. И это Людмила Воронцова завоевывает первую гарантированную медаль для сборной России. 3-2 раздельным решением судей. Действительно близкий бой. Но на сей раз подняли руку наши спортсменки. Да, поздравляем еще раз Людмилу Воронцову с этой прекрасной победой. Да, команда соперника решила не подавать протест. Мы сейчас смотрим, как я понимаю, желтую карточку они не вынесли. Мы все наблюдаем за их действиями, они просто ушли. Так что все, Людмилу Воронцову мы поздравляем с гарантированной бронзовой медалью. Наверное, я думаю, она не захочет останавливаться на этом. И вот сейчас Людмила Воронцова уходит из ринга и под аплодисменты идет в подтрибунное помещение. Да, это любимица местной публики.